Александр, расскажите, что вы сделали, что вы изобрели. Здравствуйте! Мы изобрели аэролодку, мы делали сравнительный анализ с конкурентами, создали таблицу, выписали все плюсы и минусы и на основе этого сделали лодку. Аналогов в стране на сегодняшний день нету. Почему вы решили заняться этим? Я сам рыбак. В нашей республике все речки в основном это маленькие лесные речки, по которым передвигаться на простой лодке, простой моторке очень тяжело. Особенно летом, осенью, когда вода маленькая, там приходится очень много таскать. Обратил внимание на аэролодки. Выбирал лучшую из этих аэролодок в своем классе, конечно, на которых удобно будет ездить по маленьким речкам. Выбрал, 2 сезона откатался. Во время эксплуатации очень было много нареканий. Лодка оказалась сырая, хотя делают хорошие, как они себя презентуют, хорошие специалисты, но лодка оказалась очень сырой, постоянно ломалась, недоработок очень много. И возникла идея сделать лодку для себя и под себя. Ну и начал думать, как улучшить вот эти вот все те недостатки, которые оказались в этой лодке. В итоге собрал команду, и с командой мы начали уже заниматься вплотную. Пришлось, конечно, нам все вот старое, все, что было от лодки, мы это выбросили. Оно оказалось непригодным вообще вот под наши цели и под наши задачи. Мы просто собрали лодку с нуля. Какие цели вы поставили при проектировании? Самое первое, это лодка должна быть надежной, супер универсальной, чтобы на ней можно было легко передвигаться по зигзагам маленьких рек, лесных речек. Обычно ездим вдвоем, очень редко, когда втроем. Очень важно, чтобы лодка очень хорошо преодолевала мелководье, чтобы была хорошая грузоподъемность, ну и, соответственно, скорость тоже должна быть высокой. Плюс в ней должно быть максимально удобно. Удобно, чтобы и спиннинг покидать, и сети поставить, и там еще там для других рыбацких целей. Загрузиться, выгрузиться, чтобы было удобно. Также его можно было легко на прицеп закинуть и выгрузить с прицепа. Поставили такую цель, такую задачу и начали потихонечку мы ее делать. Расскажите пару слов о своей команде. Так как лодку я решил переделывать, я начал искать специалистов. Нашел ребят, которые много лет уже занимаются такими лодками, делают типовые лодки, у которых огромный просто опыт в эксплуатации аэролодок. Совместными усилиями мы сделали лодку, и я считаю, что у нас получился шедевр. Ребята молодцы, это 2 Николая, у них золотые руки. Еще раз скажу, что это парни с богатым, очень с богатым опытом. Это профессионалы своего дела, которые сделали лодку лучшую в стране. Ребята, всем спасибо за такую работу. Какие характеристики у вашей аэролодки? Скорость при загрузке 300 килограммов, 35 километров в час он легко выходит на глиссер. При загрузке 350 килограммов он тоже будет легко выходить на глиссер по глубокой воде. Скорость по льду и по шуге 72 км в час. Следующий вопрос, который всех интересует, это расход топлива. Оптимальный двигатель для такой лодки это 30 лошадиных сил. 30-й двигатель Longines это один из самых надежных двигателей, которые есть. Он и экономный, и скорость, грузоподъемность. При загрузке 300 килограммов 35 литров на 100 километров. Какая комплектация и где можно применять вашу лодку? Повторюсь, что эта лодка универсальная. Ее можно применять и весной, и летом, и зимой, и осенью. Во время шуги, ледохода, по большой воде, по маленькой воде. Ну и про комплектацию. Двигатель Longines 30 лошадиных сил. Также устанавливаем 35 лошадиных сил. Это уже кто что захочет. Кто хочет помощнее, установим 35-й двигатель. Дистанционное рулевое управление, ручка газа здесь у нас, ветровое стекло. Хочу заметить, что оно у нас откидывается вперед, образуется проход от кормы до носа. Лодки можно спокойно передвигаться. Тент тоже снимается. Это все скручивается быстро, буквально за несколько минут. Лодку также легко собрать и разобрать. Чтобы собрать готовую лодку, полдня тому человеку, который ни разу не собирал, будет достаточно. Разобрать еще быстрее. Она полностью разбирается, вся установка. И носовая часть тоже все разбирается очень быстро. Для сборки лодки мы предоставляем видео, где в подробностях, в мельчайших все это у нас показано, как она собирается. В базовую комплектацию у нас также входят эвоковрики. Чем вы отличаетесь от конкурентов? Лобовое стекло у конкурентов оно или непрозрачное, или нужно смотреть выше лобового стекла. Затонированные стекла делают. У нас же стекло прозрачное, и оно не мутнеет. Задерживает хорошо ветер. Ветер, когда вот без стекла едешь зимой, да, вот снег, дождь, очень тяжело. Все это в глаза, в лицо попадает. А тут он смотришь через стекло, все, ни дождя, ни снега, ничего тебе не попадает. Очень комфортно ехать. Плюс мы единственные, кто сделали откидное стекло. Когда нужно пространство в лодке, 2 болтика откручиваешь, 2 барашка. Стекло легко откидывается вперед. Ни у кого такого нету. Это наше изобретение.
изобретение – это наше ноу-хау. Второе. Рулевая консоль. Она очень легко снимается. Ее можно установить в любом месте. Сзади, посередине, у кого какие цели. Ручка газа. Ручка газа тоже находится прямо на рулевой консоли. Очень удобно. Не надо его никуда выносить, там что-то переделывать. Сама установка, она очень надежная. Она шевелится только вместе с лодкой. Сама по себе она как выставлена, градусы так и стоит. Это очень имеет большое значение при эксплуатации. Еще одно наше преимущество по сравнению с конкурентами – это дно лодки и чешуя. Сейчас я не буду вам рассказывать все наши секреты, но при равных условиях у нашей лодки грузоподъемность выше и скорость выше, чем у конкурентов. Верх установки снимается. Если кому-то нужно будет заезжать в гараж, он спокойно ее может снять, верхнюю часть, спокойно проезжает в гараж вместе с прицепом. Еще один плюс нашей лодки – это редуктор. Очень хорошо подобрана редукция, это очень важно. Есть у нас успокоители, они уже идут с подшипниками. У 90% производителей аэролодок этого всего нету. И самое важное, главное, у нас есть натяжка ремней. Всегда можно ремень подтянуть. Ремни можно поменять буквально за 15 минут. Стоят два ремня. Если даже вот по какой-то там, я не знаю, один ремень у вас порвался, на другом ремне вы спокойно можете доехать до дома. На всех деталях лодки мы применили порошковую покраску. Срок службы порошка – это уже не просто краска, все-таки увеличивается 3 раза. Отдельно хочу подчеркнуть, это рули. Рули у нас сделаны по принципу крыла самолета. С ними очень удобно, легко управлять и очень хорошо слушается руля. Рулится легко, лодка крутится прямо на месте, не тормозит. На лодке едешь за 100 километров, за 150 километров, поднимаешься на верховьях каких-то рек, и не дай бог, чтобы что-то случилось. Мы сделали так, что вот вся установка очень простая и очень надежная. Она себя уже зарекомендовала. Это то, что нас отличает от конкурентов. Какие ближайшие планы? Так как у нас получилась очень хорошая лодка с хорошими показателями, с характеристиками. Запустили также производство лодок ПНД. На будущее мы планируем еще поставить установку на лодку из ПНД и испытать. Можно ли записаться на тест-драйв? На тест-драйв лодки нашей можете приехать в город Сыктывкар. Пожалуйста, мы вам в любое время года дадим на нем покататься, посмотреть ходовые качества, ну и оценить саму лодку. Сколько стоит ваша аэролодка? Базовую версию лодки вы можете приобрести за 450 тысяч рублей. Дополнительно, если уже хотите, мы можем вам поставить кресло. Но это на любителя уже. Кому-то кресла нужны, но кому-то не нужны. Также вот здесь можем установить тент, кабину сделать. Это уже все доп. Опции. Как и где можно заказать? Для консультации и покупки нашей лодки вы можете нам позвонить. Также можете написать нам сообщение в группе ВКонтакте. А также обязательно посетите наш сайт водолет.shop. Там очень много полезной и интересной информации. Всем спасибо. Ждем от вас заявок. Кстати, это женщинам относится. Для ваших мужей, мужчин будет прекрасный подарок.